Yayınımız devam etmekte saygılı dostlar. Bizge endi qoşulgan vatandaşlarımızны da bir kere canrekten selamlayımız. Yayınımızga hoş geldiniz. Ve studiyamızda da bir musafirimiz var. Keliniz ondan yakınca tanış olayıq. Elbette saygılı dostlar, her bir devlet için yaşlar gayet mühim rolünü oynay. Hem de her bir taraftan alsak işte medeniyet taraftan, siyaset taraftan ve elbette ki gelecek nesil mutlaka öz devletinin, öz yerinin geleceğine hissiyasını koşmağa gerektir ve tamam böyle hissi hakkında biz şimdi laf yürüteceğimiz meraklı bir parlament, yani yaşlar parlamenti Kırım'da peyda oldu ve keliniz onun vekiliyle tanış olay. Bizim stüdyamızda Elvira Hanım Dado ve o Kırım Cumhuriyeti Yaşlar Parlamentinin Milletler Ara Münasebetleri Komitetinin başı. Selam aleyküm Elvira Hanım. Алейкум салям. Sabah şekleriniz hayırlı olsun. Как настроение? Как утро? Все хорошо, спасибо, прекрасно. Вы являетесь председателем молодежного совета при Совете Республики Крым. Расскажите, что это за структура, для чего он нужна? Ну, я просто являюсь председателем комитета по межнациональным отношениям молодежного парламента при Государственном совете Республики Крым. Он сформирован постановлением Государственного совета, которое вышло в сентябре месяце. Они объявили конкурс о том, что набирается 55 молодых будущих, там, грубо говоря, там, управленцев, которые избирались по смешанной системе. 25 человек было избрано от административных регионов Республики Крым, и 30 человек были избраны по открытому конкурсу. Я участвовала в открытом конкурсе, который состоял из 3 этапов. Первым этапом было собрать подписи, минимум 50 подписей за свою кандидатуру. И, получается, твой электорат должен был быть от 18 до 30 лет, так как это молодежный парламент. Нужно было заполнить анкету и написать автобиографию, все эти документы отправить в Государственный совет. Потом вторым этапом было написание эссе. Нас приглашали всех вместе в одну аудиторию, давали тему определенную, и мы писали свою работу о том, как мы видим свою роль в молодежном парламенте Республики Крым и что мы полезного можем вообще для нашего полуострова сделать. Вот. По результатам эссе дальше кандидаты проходили собеседование. Вот. Оно было также комиссия конкурсная присутствовала, и задавали тебе тоже конкретные вопросы, проверяли и общую эрудицию, и вообще насколько ты знаешь там государственное управление и насколько ты готов трудиться на благо нашего полуострова. Мы знаем, что подобный молодежный парламент – это уже известная практика для других регионов России. В чем цель парламента? Для чего он нужен все-таки, этот молодежный парламент? Ну да, вы правы, уже в 84 регионах Российской Федерации создан молодежный парламент. Он нужен для того, чтобы молодежь, чтобы повысить политическую и правовую грамотность молодежи, чтобы сформировать будущий кадровый резерв из грамотных управленцев. Это как школа молодого, не политика, а управленца, скажем так. Это находит талантливых ребят, которые готовы внести какие-то новые идеи. Получается, нас после того, как сформировали молодежный парламент, мы разделились на комитеты. Они полностью дублируют комитеты Государственного совета Республики Крым. И дальше будут совместно работать. То есть нас будут знакомить, представлять в Государственном совете. И каждый комитет по своему профилю разрабатывает какие-то законодательные инициативы, обсуждает их и вносит свои инициативы, получается, уже в профильный комитет Государственного совета. Если считают, что это действительно рациональное предложение, да, то Государственный совет уже сам обладает законодательной инициативой и вносит уже на рассмотрение всего парламента. То есть, в принципе, участники парламента не только получают некую базу, они могут непосредственно участвовать и в процессах, происходящих в республике. Да, безусловно. Они могут и присутствовать на заседаниях профильных комитетов по приглашению, конечно. Они могут проводить сами свои заседания, обсуждать, могут приглашать каких-то должностных лиц. Вот, могут реализовывать свои проекты, например, вот есть проект «Сквер молодежи», «День здоровья», то есть очень много проектов сейчас разрабатывается, вот, и каждый комитет должен какие-то свои предложения внести.
Вы являетесь председателем комитета по межнациональным отношениям. Опять же, как вы сказали, такой комитет есть непосредственно при Государственном совете. Расскажите, какие планы у вас, да, что за комитет и в целом о его работе? Ну, избрали председателем комитета буквально только на прошлой неделе в среду, и первое заседание комитета у нас состоится послезавтра, тоже в среду. Вот, у меня, 4 талантливых ребят в комитете, все очень молодые, амбициозные, яркие, у всех есть свежие идеи. Вот, и мы как раз в среду встретимся, чтобы обсудить, поделиться, и потом по результатам этого совещания будут определены какие-то инициативы. Но вот лично у меня уже есть пару идей. Одна такая, конечно, она не краткосрочная, в долгосрочной перспективе, но есть такая идея внести изменения в закон Республики Крым о мерах социальной поддержки некоторых категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым. В частности, для реабилитированных лиц там указана ежемесячная социальная помощь в размере 500 рублей. Вот. Если, конечно, получится, и мы получим одобрение от Министерства труда и соцзащиты и от Министерства финансов, то хотелось бы эту ежемесячную сумму увеличить для наших реабилитированных, как минимум до 1000, а если получится, и до 2000 рублей. Да, но это бюджетный процесс, это все очень, да, как сказать, тяжело и затратно, нужно еще эти все деньги платятся из бюджета республики, то есть нужно изыскать эти средства, но если мы получим поддержку, я думаю, что на следующий год это все реально. В этом году внести изменения, а со следующего года уже начинать выплачивать. Да, ну и самый большой такой проект, как «Голубая мечта», можно сказать, это этнодеревни в Крыму. Наш Крым очень, разнообразен своей историей, культурой. У нас дружно проживают 175 национальностей, и это наша изюминка. Вот, я считаю, что создание этнодеревни, причем основных там и крымско-татарской, и греческой, и болгарской, и немецкой, и армянской, в общем, всех-всех-всех, в каком-то большом регионе, например, на территории или Симферопольского района, или Бахчисарайского, это позволило бы привлечь еще больше туристов. У нас как раз будет завершено строительство трассы Таврида и аэропорт, и то есть это было бы грандиозным проектом, но это, конечно, все. Замечательные планы, мы, конечно, желаем успешной реализации их. Эльвира Ханум, по вашему мнению, насколько вообще молодежь республики активно участвует в процессах, да, которые протекают на территории полуострова, насколько, главное, она готова, да, участвовать во всех этих проектах, планах, и что бы вы хотели пожелать, да, вот молодым? Молодежь у нас, как оказалось, очень активна, было более 150 заявок на участие в молодежном парламенте. Вот, поэтому все молодые, амбициозные, талантливые ребята, у всех горят глаза, у всех куча идей, все себя видят, все хотят принести какую-то пользу своему полуострову. Поэтому я считаю, что с такой молодежью у нашего Крыма есть прекрасное будущее. Вот, нужно только стараться, поддерживать молодых, и чтобы их пыл не погас. Вот, поэтому я желаю всем оставлять вот эту свою искренность, свою надежду, веру в лучшее будущее и пронести ее вот несмотря ни на что, несмотря на трудности какие-то, все равно все просто не бывает, и за один день у нас чудо не произойдет. Нужно упорно трудиться, стараться, вот и тогда все получится. Замечательно. Çok sağ olun. Все, разы olsun. Мне было приятно. Взаимно мы желаем успешной реализации, да, не только тех проектов, которые были сейчас озвучены, а тех, которые намечены, которые в ближайшие годы, да, будут реализованы, потому что мы уверены, что парламент проработает долго, а главное плодотворно на благо республики. Хорошего дня. Çok sağ olun, Скельгина. Бөлеже сағылы достар, көреміз ки не қадар жидди меселелерінен біздің яшларымыз оғырашалар, не қадар фаал яшларымыз бар біздің ярымадамызда. Біз есе бұл ноқтада яйынымызны девам етеміз. Не үшін әжеба рубрикасы енді азыр, оны бері берлікте сейретеміз.